Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях исполняющая обязанности начальника управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска Василина Васильевна Кривошапкина. И говорить мы сегодня будем о фестивале «Зима начинается в Якутии» и о том, какие мероприятия проходят в рамках этого фестиваля, а также попробуем подвести краткие итоги года культуры, которым был объявлен уходящий 2014 год. Итак, Василина Васильевна, начнем с фестиваля. Да. В понедельник в 16 часов торжественно зажглась первая в стране новогодняя елка. Очень приятно, что это происходит уже несколько лет подряд именно в Якутске. Что нового в рамках фестиваля проходит в этом году по сравнению с годами предыдущими? Ну, во-первых, замечу, что фестиваль «Зима начинается с Якутии» вошел в российский календарь событийного туризма. И для нас, конечно, отрадно, что, в общем-то, все наши проекты, которые посвящены этому фестивалю, проходят у нас в городе Якутске. И, конечно, вся эта неделя посвящена полностью этому фестивалю. Как правильно вы заметили, мы начали ее с зажжения городской елки с участием Деда Мороза из Великого Устюга. Чисхан вместе с якутской зимушкой передали символ холода. И теперь Дед Мороз будет зажигать все елочки у нас на территории России и поздравлять россиян с наступающим Новым годом. Но программа у нас очень насыщенная, фестивальная. Скажу, что буквально с 1 декабря начался гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Это новый проект в рамках фестиваля. И, в общем-то, он вызвал такой большой интерес. Буквально каждый день проходят сессионные встречи, где обмениваются своими мнениями рестораторы города Якутска. Организаторами этого проекта является Ассоциация рестораторов республики, Управление торговли города Якутска. И, в общем-то, в жюри вошли такие, в общем-то, компетентные люди, известные люди, председатель жюри Иннокентий Штармаков. Да, одно это имя уже говорит. Да, и, в общем-то, экспертами приглашенными являются журналист из Москвы Артем Желтов, он журналист по гастрономическому туризму, и Юлия Рыбакова, эксперт по туристским услугам. И каждый день я могу даже пригласить всех наших горожан принять в этом участие, они могут продегустировать те блюда, которые предлагаются от рестораторов нашего города. Совершенно удивительные, например, вчера в ресторане «Лайнер» коллективом поваров было предложено специальное меню для бортового питания. Ну, это, скажем так, как вариант, но очень интересно, и, в общем-то, жюри было приятно удивлено. Ну, не знаю, насколько это воплотится в жизнь, во всяком случае, фестиваль очень интересный, и подведение итогов состоится 7 декабря во время нашего праздника, любимого праздника Строганина. 50 лет Победы с 12 часов, поэтому можно прийти, посмотреть, узнать, продегустировать. Ну вот сейчас как бы вот это гастрономическое пиршество в самом разгаре, а где у нас горожане могут подробно узнать о том, когда, где, какие мероприятия в рамках фестиваля «Вкус Якутии» например, сегодня в 16 часов дегустация национальных блюд будет представлена в ресторане «Тагендархан» и в 18 часов в ресторане «Be Happy». Пожалуйста, можно прийти, совершенно вход свободный, посмотреть, поинтересоваться, попробовать, ну и, возможно, даже кто-то возьмет рецепты на заметку. Скажу, что основной критерий этого фестиваля приготовление блюд из национальных продуктов. И, в общем-то, совершенно разнообразие и искусство, и мастерство поваров, конечно, покорило и состав жюри, и экспертов, и блогеров, журналистов, которые в рамках этого фестиваля были приглашены. Поэтому очень вкусно, очень интересно, очень познавательно. Но я еще скажу, что в рамках фестиваля у нас пройдет Северное Многоборье. Это впервые спортивные соревнования 6 декабря в спорткомплексе «Мадон». И завершится наш фестиваль 7 декабря, как я уже сказала, на празднике Строганина. А что включает в себя Северное Многоборье? Национальные виды по северным спортивным состязаниям. Ну, более подробно я
я вам сейчас пока сказать не могу, но, насколько я знаю, это прыжки через нарты, метание аркана. Ну, именно те виды, которые культивируются, практикуются в арктических регионах нашей республики. В понедельник, 1 декабря, в Якутске стартовал очередной фестиваль «Зима начинается в Якутии». И вот мы сейчас предлагаем нашим зрителям посмотреть небольшой материал о том, как происходило это все. Давайте посмотрим. 1 декабря, ставший уже традиционным фестиваль «Зима начинается с Якутии», был официально открыт. На площади Орджоникидзе было не протолкнуться от обилия детей, и даже лютый мороз не помешал ребятам воочию увидеть настоящего Деда Мороза из Великого Устюга, который приехал в Якутск, чтобы принять символ холода из рук Чисхана. Началось мероприятие с танцев зверят на сцене, которые звали Деда Мороза, но вместо этого призвали Гринча, решившего испортить детям праздник. Представление порадовало юных зрителей, которые своими танцами растопили сердце негодяя. Затем, после короткой репризы, на сцену пожаловал Дед Мороз, сопровождаемый Чисханом и госпожой Зимой. Зима начинается с Якутии. Я очень рада, что наконец-то мои права вступили в силу. И торжественно сегодня мы с Чисханом вручаем Деду Морозу этот символ холода, чтобы он развез зиму по всей России. Дед Мороз призвал зрителей быть дружнее, вспоминая Олимпийские игры в Сочи, потому что когда народ сплочен и дружен, тогда и страна сильнее. В преддверии Нового года нужно зажечь разноцветными огоньками елочку-красавицу, самую первую в Якутске. Перед тем, как зажечь елку, Дед Мороз пригласил на сцену мэра Якутска Айсена Николаева. Сегодня 1 декабря, сегодня зима начинается с Якутии. И давайте, дорогие друзья, встретим Новый год успешно, счастливо, с улыбкой. После поздравления главы на площади зажглась главная елка республики, и одновременно с ней зажегся фонтан. После этого Дед Мороз взял свое поздравительное слово для всех якутян. Желаю вам здоровья крепкого, чтобы на все добрые начинания в новом году сил было предостаточно. Счастья, любви, уюта, тепла и благополучия в ваших семьях. И пусть в новом году все мечты обязательно исполнятся. А я, зимний волшебник, все, что в моих силах, обязательно исполню. С наступающим Новым годом! И вот очередной вопрос от Карины Бахтиной. Расскажите, пожалуйста, о конкурсе, который начался 25 ноября и закончится 25 декабря. Если я не ошибаюсь, что-то о новогоднем оформлении разных досуговых центрах, ресторанах и так далее. Расскажите подробнее об этом конкурсе и что необходимо для участия в нем. Могут ли обычные граждане принимать в нем участие? Да, объявлен конкурс окружной администрации города Якутска на новогоднее оформление территорий предприятий, организаций, торговых центров, а также частных лиц. Конечно, простые горожане могут подать заявку. Нужно зайти на сайт окружной администрации или посмотреть в средствах массовой информации об условиях этого конкурса. 25 декабря уже будут подведены итоги. Это будут денежные вознаграждения. Я думаю, что, в общем-то, это тоже один из наших постоянных традиционных конкурсов, которые мы проводим для того, чтобы наш город стал еще краше, интереснее. Вот. И, конечно, можно заявку подавать именно до 22-го. Я боюсь ошибиться, надо посмотреть по условиям. А 25-го уже будут подведения итогов. И вот еще интересный вопрос от Марины Кляйман. К слову о рекордах Гиннесса. В 2012 году в Италии была выпечена пицца диаметром 43 метра.
А может нам придумать новый рекорд и сделать самый длинный бутерброд со строганиной? Ну, почему нет? Я уже говорила, что год народной инициативы, объявленный в этом году, он будет иметь продолжение. Пожалуйста, как инициативу, исходящую от простых горожан, заявляйте, выложите это в качестве предложения. В каком формате хотелось бы это провести? Может быть, не обязательно это будет бутерброд, потому что я с трудом представляю, что это мог бы быть бутерброд, может быть, это на быстрое поедание, или на большее или количество поедания строганины. Почему нет, конечно. Еще вот приятно зачитывать такие вопросы. Пользователь Олег там пишет: Василина, очень впечатлен вашей деятельностью. А какие планы на ближайшее будущее? Ну, на ближайшее будущее это хорошо завершить год культуры. У нас в сфере культуры будет бал работников культуры. Им мы хотим подвести итоги, наградить наших заслуженных работников. И кроме этого предстоит огромная работа в 2015 году, поскольку он объявлен годом литературы. И, безусловно, культура, как отрасль, не может быть отделена. И наши мероприятия, я думаю, будут такими же интересными, полными. И я призываю просто всех горожан стать активными участниками, приходить на наши мероприятия. И, в общем-то, те планы, которые мы строим на следующий год, они именно направлены на то, чтобы каждый горожанин чувствовал себя в городе комфортно, приходил в наши культурно-досуговые учреждения, с интересом знакомился с теми новинками, современными какими-то веяниями, которые мы внедряем. Поэтому я хочу всех горожан в первую очередь поздравить с наступающим Новым годом, пожелать им удачи, успехов в Новом году, чтобы все их планы свершились. Василина, спасибо вам большое за обстоятельный профессиональный разговор. Действительно видно, что Управление культуры и духовного развития администрации города Якутска не стоит на месте, постоянно ищет какие-то новые формы, постоянно предпринимает усилия для того, чтобы вовлечь горожан, жителей столицы, гостей в различные мероприятия. Тоже примите поздравления с наступающим Новым годом. Спасибо. И больших вам успехов. И я говорю, когда читаешь вопросы, в которых сами жители высоко оценивают вашу работу, хочется сказать: так держать, успехов вам и всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо.